Друзья, наши уважаемые гости, Assalamu alaikum, muhterem milletteşler, hayırlı kеш, kadirli dostlar, hürmetli тамашашылар. Sizin barınızda da selamlarınızga cheksiz şadmiz. Respublikamiz bosh qalasi Qozondan sizga yorqinli qaynar salam. Примите пламенный привет от орденоносной столицы Республики Татарстан, от нашей лучезарной Казани. мы приветствуем вас на концерте дружбы, в котором принимают участие, как вы уже поняли, государственный хор национальной песни филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия Алания и татарский народный хор Казанского федерального университета. Музыка як жертва масканного. Сжаху ражариш, уман яшуй, а моя срвай закоа, вот ручка шатала те байзака на сапанде акти баркуда. Татарский народный хор Казанского университета – студенческий хоровой коллектив, один из вокальных творческих коллективов Казанского федерального университета, лауреат и дипломант республиканских, всероссийских и международных фестивалей. Наряду с хоровой капеллой Казанского университета является одним из старейших студенческих хоров Казани. Мужское пение является характерным для песенного искусства Осетии Алании. Традиция эта происходит от древних воинских гимнов, культовых песнопений, сказаний о героях нардского эпоса с целью сохранения сказаний, с целью и развития культурного наследия Северной Осетии Алании. В 1998 году при Министерстве культуры нашей республики был образован мужской хор национальной песни. В 2000 году мужской хор национальной песни получил новый статус мужского хора Государственной филармонии. В 2017 году хор вошел в структуру филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия Алания. Значительный раздел репертуара составляют сочинения осетинских композиторов. В ходе ведется исследовательская работа по записи и расшифровке старинных песен. Активная концертная деятельность в Осетии Алании, в регионах Северного Кавказа, а также участие в международных хоровых фестивалях позволяют хору знакомить широкий круг слушателей с древним искусством Осетии Алании. Татарский народный хор Казанского университета организован в 1967 году по инициативе заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Ерниса Ахмадуловича Рахимуллина, выпускника, а затем преподавателя Казанской государственной консерватории. В состав хора входят студенты, аспиранты, сотрудники, преподаватели и выпускники Казанского федерального университета и других казанских вузов. Итак, друзья, на сцену с большим удовольствием приглашаем татарский народный хор Казанского федерального университета, художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Ернис Ахмадуллович Рахимуллин. Встречайте. Все произведения, которые сегодня для вас прозвучат, обработаны для хора художественным руководителем нашего коллектива Ернисом Ахмадулловичем Рахимуллиным. Начнем мы наше выступление с произведения, которое называется «Субханаллах» – «Хвала Всевышнему». Музыка Азата Хусаинова, слова Туфана Минуллина, концертмейстер Вера Бакеева.
свой 55-летний юбилей. Особенность студенческого хора состоит в том, что отдельные солисты и участники после завершения учебы покидают хор, обретая профессию, служат на культурном поприще или в народном хозяйстве. Но приходят новые кадры, молодые студенты. В итоге хор всегда остается молодым, бодрым и жизнерадостным. В этом еще неоценимая заслуга нашего бессменного руководителя, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, мэтра татарской хоровой музыки Иргиса Рахимуллина. В год педагога и наставника в Российской Федерации нам особенно приятно представить вам нашего педагога и бессменного руководителя, который вот уже 55 лет возглавляет и вдохновляет этот коллектив. 56! 56! Жир yüzünde әкият бар. Живут на свете сказки. Музыка Назиба Жиганова, слова Марата Тазитдинова. Слова Наили Яхиной.
коллектив представляет собой небольшую такую мини-филармонию, потому что кроме самого основного ядра хора у нас еще есть два вокальных ансамбля, это Балбол и Хаят. Кроме того, конечно же, солисты. А были еще и такие годы, когда при нашем хоре выступали и декламаторы, музыканты и танцоры. А сейчас мы хотели бы пригласить на эту сцену одного из солистов нашего коллектива. Ощущая синь тузеп хора. Я устремляюсь ввысь. Музыка Фаузии Касакировой, слова Мариса Назирова. Поет солист хора Рузиля Исламова. Рузиля Исламова. Спасибо. Издадим сины Миляуша. Я ищу тебя, Миляуша. Миляуша — это имя девушки. Попури на темы татарских песен исполняет вокальный ансамбль «Был-был», что в переводе значит «соловей».
Саяра Хабибуллина, москвич, и Ганса Сайфуллина. И однажды я услышал, а Ганс Сайфуллин моложе, но вот уже тоже и говорю, слушай, Ганс, ну ты же знаешь, Саяра, прекрасная песня, с Дадам Сина, да, а это не Левша сочинил, это, почти копия. Ты понял? Да, я понял, я знаю об этом. Приди на концерт и послушай, как они звучат в совокупности. Саяра Хабибуллин и Ганс Сайфуллин. Было с Дадам Сина Беарарем, есть Милюша Ганса Сайфуллина. Вот я сделал обработку на эти две песни. Пришла вальс, солнечный вальс. Музыка Салиха Сайдашева, слова Рената Хариза. Поют. Thank
Океаном полным забыть не в силах. Музыка Рустема Яхина, слова Мустафы Нугмана. Исполняет Рузиля Исламова. Ну а мы сейчас прервемся и послушаем наш уважаемый, почтенный, солидный мужской хор. Чем дальше мы смотрим в будущее, тем больше мы дорожим прошлым. Потому что без прошлого нет будущего. Народы, населяющие Российскую Федерацию, живут душой, обожествляют природную и людскую красоту, умеют творить и понимать, слушать и слышать. Долг каждого из нас не прерывать эту золотую нить. На истории называют барнады. Урдыгайном коше Янышчик Аксафунар. Афискарха и Рунадама Бира Алкашом Баракатабае. Сина Махаджан. Жардарай Ама Мушан. Федоха Ама Вашалкушта. Умагашка Шасар Сарамбунтан. Ратой Ахунамта. Катабунта. Ансойбунта. Рамунбунта. Баракбунта. Тафабунта. Катабунта Ома Кушабунта. Сарта Фараштал Шарашта. Адымник Ихши Вашалкушта. Ансойбунта Уаза Яфалла. Флайрух нау и райшумабун. Рамунбунта У Калзар. Жардарай. Яжанда Синканы. Фортункай Райбер. Ярычункаиш Сабах. Кана ябалцун агашхазар кайшарта аул. Ода барагуна за пунктувал куш, кува юнагштам саума, лакт зварма, жатта ама даучтам. Ара ямардну. Яхима ямудмай невдала, амазрох кана сардуаш я жазинакта. Ансой пунташта фалладу азамбунта, фалдарбанец саубунта, куваны, кураны, табункана набой. На протяжении всей своей истории каждый народ создает конкретные образцы национальной культуры. Народы и культуры в своем взаимодействии составляют единство человеческого потенциала, его духовный мир. В пантоне дохристианской религии Алан-Осетин особенно употребительно парное наименование «Жатта Ама Даавджата». Своим происхождением эти термины восходят к древнеиранскому языку и обозначают силу, смелость, небесные силы. В многовековой истории Осетии Уаштаджи, Уаскерги был и остается наиболее почитаемым и любимым божеством. С вашего позволения, с большим удовольствием
На сцену приглашаем мужской хор национальной песни филиала Мариинского театра Республики Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и народная артистка Республики Ольга Георгиевна Джараева. Встречайте. Многовековой исторический путь прошел наш народ. В 1774 году Осетия добровольно вошла в состав Российской империи. За 249 лет осетино-российские отношения прошли через непростые испытания времени. Никакие ветры перемен и перипетии истории не смогли разрушить ту основу и прочные связи, которые были заложены в далекие годы нашими предками. Фыдыбышта, фыдыхаршта, фыдыбышта, фыртыхашта. Фыдай фыртыхшан баштинады шышгаринсакта. Хакты агданы сарак адам тамышты лагзина ахшар кат ама намыш. Лагзина алхангайнау фашаганс. Адымагай арсайрахашы, янывш ихша. Яуды кудухыш дарминичтаны, ашваец энсак. Уман балбырды фиша,
Назылы истории яну жалидам хатай фышткаманарсын усы адам шекшан уарыше, ама ирыштуны байвон маккат зурабра жамындай бындурчи шывырда усы минавара. Ирыштуны подиш тхчан халарта, ирыштуны подиш садиш. В 1752 году Зураб Маккаев возглавил первое осетинское посольство в Санкт-Петербург для обращения к российскому правительству с просьбой о присоединении Осетии к России и возможности переселения горцев на плоскость. В соответствии с соглашением, достигнутым после встречи с Елизаветой Петровной, предгорную равнину Центрального Кавказа, бассейны рек Ардон, Феокдон и Терек российское правительство объявило землями вольными и свободными. Переселение на эти земли осетин, рассматривавших их как свою историческую территорию, поддерживалось официальным Петербургом. Итак, песня о Зурабе Маккаеве. Музыка Юрия Маргоева, слова Ахшара Чеджемова. Маккаты Зурабе Жара.
нашего народа профессия военного была одной из самых уважаемых и почетных. Служить Отечеству – это хранить честь и достоинство своей Родины. И сегодня представители Осетии в составе сухопутных войск Южного федерального округа участвуют в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины. Мы живем в непростое время, и на плечах защитников Отечества лежит особая ответственность за мир и спокойствие жителей многонациональной России, а народ России за мир без войны. Сарды салхдамы акшон фажамыз, тулы рештеджи армал, валдахка савы бонты ашты, анушты ама докташырта. Удон ултафыштыр сидиш иркан ама намши истории. Якайтар ташты хиса надаймакда, ама анакан фалтарта. Рождача сидима Нисаевда, уман балвардып дишан хаштыда, ама нахмалаутыта. Мин парашада спорвыца гамаши, немсак ардокта, балсача салхау, шанка расадашты шаветон садишел. Юмаяк ирышлоне, подбышта каканума, асадиш шагадашмин адаймагай фулдар, удонай агудык гардар, ясар райгурам баште шарвалтау, архашта навундан. Армсак ирыштонай, асадиш фашила, ама урдун, лагзина, ама намыша фандарил саугай, ночи такма юхат рад, штой, хахты акдана чигура, удон аддон рютакайшты, ой. В истории Великой Отечественной войны было немало героических вех на пути к великой победе. Среди них и освобождение в мае 1944 года Крымского полуострова от войск фашистской Германии и ее союзников. Среди тех, кто воевал на этой земле, было немало и выходцев из Осетии. Но связь осетин с Крымом прослеживается и до Великой Отечественной войны, и в наше время. О героях нашего времени, о тех, кому мир несет мир и сражается в рядах российской армии, освобождая оккупированную территорию, еще сложат полотна. А сейчас прозвучит песня о погибших воинах в Керчи. Слова и музыка Якова Кузаева. Керчи палатертом жарок табовщи.
Песня о воинах, не вернувшихся с поля битвы. Слова и музыка Шамиля Тицоева. Ирха что? Машин фидер жарок, армашт асак жарок куа. Тахышын патау дур тытары, нартун жырны макар гадуа. Фадалтыном сыжачы тарсыда удуны армаштка батыр тулнешты, полосарду гачы шева амсучи кота, ахым тадарнамиш бира. Хош сауты, животы, армига накшылгой макты ахданы, ама ахтадартар. Шехша шармагун пынат, акшыз чынсхашт, ама чышкарбышты жарчытам. Иронсар туачы алкады магандар, яхашты, ама ябарта пылбырт парагышты. Нафидар шакутуй нафыдалта, шажонгая, ироншах полсаугая, сыпаты ахдаудар ансон ахашт канану. Аббатай дашнада режиссер нафыдалташты, удунша арпату кутуй, удуншу бакыштой, жарим бурдау. В духовно-нравственном самоопределении осетин свадьба и свадебная обрядность играют исключительно важную роль, так как являются способом выражения национально-этнической принадлежности народа. На сегодняшний день это наиболее полно сохранившийся и востребованный обрядовый комплекс, включающий разработанную систему жанров музыкального фольклора. Свадьба – это сочетание обрядовых действий с танцами, песнями по случаю семейного торжества,
Поэтому среди произведений свадебной поэзии встречаются сугубо обрядовые, сопровождающие определенные действия и имеющие магическое воздействие песни и молитвословия. Далее мы услышим сказание об герое нардского эпоса «Отца Мазя». Исполняют, солирует Георгий Чеховиев. Нард Асамажин Кадек. Товарищи. Осетинская народная свадебная песня в обработке Тамерлана Хусроева. Руида. Roida,
народные слова Тазрета Бесати. Осетинская народная обрядовая песня «Как сканчет жарок». Я хочу добавить к словам Вишна, что мы сейчас вам представим песню, которая составляет часть очень древнего обряда. Когда в осетинской семье рождались девочки, все очень радовались. Но особенно были рады, когда рождался мальчик, потому что мальчик – это продолжение рода. Вот. Ну и, конечно, кандидат в мужской хор национальной песни. Поэтому мы тоже очень рады, когда рождаются мальчики.
Филиала Мариинского театра Республики Северная Осетия Алания. Ольга Николаевна. Спасибо большое, спасибо. Шахерезада. Музыка Николая Римского-Корсакова, слова Туфана Минулина и Роберта Минулина.
Как отметил Венера Тахиева, дирижер Ирнис Рахимуллин и Подольский народный хор студентов. Выключите, пожалуйста, Зимба. Подснежник. Ребята, господа, дорогие товарищи и друзья, я почему заставляю нашего цехмейстера? Не только потому, что она хорошо нам аккомпанирует. Она цехмейстер и по совместительству моя супруга. Омар-Заря, подснежник. Хоровая фантазия на темы татарских народных песен. Возвращаемся на круги своя, в родной Татарстан.
такая фантазия на темы татарских народных песен. Я их так связал органично, что послужило тому, чтобы очень хорошо аплодировать. Несмотря на то, что сегодня уже 20-й день сентября, мы решили именно вот сейчас вспомнить лето. Жей ойлара, летнюю порой. Музыка с Алексея Дашева, слова Тази Иззата. И напоследок татарский народный хор улыбается. Величита. Я хотел задать загадку, а он ее отгадал вместо вас. Кстати, господа, товарищи, друзья, ведущий нашего концерта – это знаменитый, известный диктор нашего казанского телевидения, татарстанского. И пел он у нас в этом хоре 20 лет, представляете? У него прекрасный голос. Но мы его, так как у нас... Не верим, пока не услышим. Понял. Дело в том, что программа насыщенная. У нас вообще программа на 2,5 часа. Нас урезали до 15 номеров. И это правильно. Поэтому вот, отметьте успех нашего ведущего. Ильдар Каянов. Заслуженный артист Республики Татарстан.
Дорогие друзья, вы уже, наверное, поняли, мы еще раз благодарим всех причастных к сегодняшнему концерту за благородную миссию и неоценимый вклад в популяризацию и пропаганду лучших образцов этнического наследия, сохранение самобытной культуры и приглашаем на сцену мужской хор национальной песни филиала Мариинского театра Республики Северная Осетия Алания. Фыдыл туыжыдын мах кувым сарамун, мах ирзыллатын куканамлаткат, уаз анка риуы арсарат баракбун, уаз анка мами буты худан ясар, навашык раштванда, навашыган кад. Россия – родина разных народов, говорящих на разных языках, исповедующих разные религии, отличающихся самобытностью культур и менталитетов. Мы очень нуждаемся в том, чтобы сейчас для наших гостей, для вас друг друга и для нашего мужского хора прозвучало самое главное – это улыбки, ваши горящие глаза и аплодисменты. На сцене татарский хор заслуженный лидер Республики Татарстан, Юрис Ахмадулович Рахимулин. Спасибо вам большое. И, конечно же, мужской хор национальной песни филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия Алания, художественный руководитель, народная артистка Северной Осетии Ольга Георгиевна Жанаева. Сегодняшнее мероприятие провели для вас заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Ильдар Киямов. И заслуженные работники культуры Республики Северная Осетия Алания Казбек Валиев и Зарина Малдикоева. Дорогие друзья, дорогие единомышленники, вы сегодня стали ими. От имени Татарстана, татарстанской интеллигенции, трудящихся масс, музыкантов и любителей хорового пения, я сейчас подарю вот этот сборник. Это второй выпуск. Наши лучшие песни еще не спеты. Это мои обработки для самодеятельного и несамодеятельных хоров. Мы это дарим удивительному хору, его руководителю, которые так глубоко проникают в национальную осетинскую суть. Мым, это значит, вот это татарское слово, мом, непереводимое слово, это значит сердце души, сердцевина прекрасная. Так вот, Ольга хан sizden şef Jerşabar'la biz şunu bule gideriz. Шутамын, да? Вот наша дружба с вами началась с великолепного выступления вашего национального ансамбля под руководством Шута. Под руководством не Шута Руставели, Шута Шутаевич. Пожалуйста, дядя Юра, придите сюда.
Дворце культуры имени Ленина. Выступили прекрасно. Мы там выступили тоже вокальным ансамблем. Так вот, это университетская Казань первой трети 20 века. Вот этот удивительный, редкий сборник по Казанскому университете и его связи с историей Казани. Пожалуйста. Не с меня это все началось, если сейчас не сказать про Фанзилю Хакимовну, которая, я не помню, может быть, ты меня поправил в 15-м или в 14-м году, в 15-м мы были в Италии, и вот эта идея родилась еще тогда. Потом какие-то перемены, потом, вы знаете, пандемия, мы никуда не ездили. И вот как-то мы созвонились, я говорю, как здоровье, как дела, все нормально, в этом году вы должны приехать в Казань. Я говорю, подождите, мы не говорим, нет, вы должны приехать сюда. Ну вот мы приехали, потом получилось так, что они к нам приехали. Я хочу поблагодарить ее, Хакимовна. Я думаю, что вот раньше при коммунистах вот все было как-то протоколы или там дружба, и здесь дружба. И мы все знаем, как это проходило. А вот сейчас это все происходит по-настоящему. И я думаю, у наших народов древних есть чему учиться. Вот сейчас собрались те, которые любят хоровое пение и вообще вокал. Разве мы не можем представить, чтобы у нас был такой же студенческий хор на таком уровне, да? Мы же можем петь, у нас красивые девочки, красивые голоса, есть чему поучиться, правильно? Так что большое вам спасибо, что вы приехали. Я хочу, чтобы за эти 2-3 дня вы увидели, конечно, все не обхватит у нас, но чтобы вот Владикавказ для вас стал хотя бы вторым городом, любимым. И хочу еще поблагодарить вот Ольгу. Этот человек для меня вот, вообще в жизни огромный пример. Она глубоко интеллигентная. С ней бывает приятно просто пообщаться даже 5-10 минут. То, что они сегодня вышли с мужским хором своим, только такая тигрица может этих барсов покорить. И она их покорила все равно. Обычно у профессионалов бывает болезнь. Ну, что за коллектив приедет? Ой, если это студенческий коллектив, да мы не будем, не выйдем с ними на сцену. Да зрителю какая разница? Они академическую песню понимают, они студенческий уровень понимают, они академический танец видят и не академический тоже видят. Выйти, каждый должен делать свое дело. Так что большое вам спасибо, братья мои. А вам? А за ними, если вы хотите скифский язык слушать, как должна женщина, девушка разговаривать, то надо ее приглашать почаще и слушать, как она разговаривает. Спасибо большое. Ее
покорены искусством осетинского хорового пения и волшебным мастерством, вот я не подберу других слов, Ольги Георгиевны. У нее не руки, у нее крылья. Рахмет. Друзья, да здравствует дружба, да здравствует мир, общение. Вам большое спасибо и аплодисменты нашим замечательным коллективам. До новых встреч!